скоро собираемся с командой для того, чтобы обсудить насущные планы на следующий год и за него. Для того, чтобы построить сессию эффективно, нам вообще относительно будущего важно принять несколько важных решений. В первую очередь мы движемся вперед, несомненно. Но по какой дороге мы хотим двигаться, это важно для нас. Нам нужно определиться, куда мы идем. И, наконец, конечно, у нас есть какие-то результаты, мы зарабатываем какие-то деньги, но вопрос, как же мы себя измеряем, как мы себя оцениваем, да, что на другой стороне весов. Поэтому нам нужно понять, зачем мы идем, за какими результатами. И, наконец, например, когда вы готовите суп или компот, всегда можно выбрать ингредиенты, из чего получится вкуснее, что положить. Невозможно смешать все. Поэтому тут очень важно определиться, как мы пойдем, что будет составляющей нашего успеха. И, наконец, когда мы движемся куда-то, всегда должен быть кто-то, кто зрит бесконечность, видит цель и направляет команду. Поэтому будет очень важно, кто нас поведет вперед. В итоге, по результатам нашей встречи, мы хотим собрать все это воедино, какую-то одну картинку, то есть, условно, куда, какие у нас есть основные пары направлений, да, зачем, как мы там их измеряем, какие у нас есть показатели, сюда, какие мы будем делать активности для их достижения, и, наконец, кто будет лидировать. Вот. Это то, что мы получим в итоге. Для того, чтобы прийти к этому, есть определенные механизмы принятия решений, которые в целом можно определить как конфетка. Конфетка – это то, что мы хотим получить, как наш плод, чтобы он был конфеткой. И отчасти представление решения, процесс тоже можно представить таким образом. То есть сначала мы собираемся с вами в точке 0, с утра уставшие. Нам нужно разогреться и начать исследовать ту область, в которой мы находимся, да, где мы. Тут мы с вами можем посмотреть на людей, процессы, инструменты, сделать мозговой штурм, побрейнстормить. После этого мы уже примерно понимаем, где мы начинаем каждую область исследовать более детально, анализировать. Тут мы с вами можем применять такие инструменты, как матрица BCG. И, наконец, когда мы все вот это разложили, нам нужно сфокусироваться с вами, потому что все мы помним, что мы не можем заниматься 10 делами одновременно, мы не можем в компот сварить весь холодильник, поэтому нам важно принять решение, где же мы и что у нас будет в итоге, и сформировать определенный план. Вот, в целом сессия займет у нас день, примерно там, с 9 до 11 первая фаза, потом с перерывом на обед до 3:30 вторая, и, наконец, завершение до 6, 4 до 6. Вот, давайте детально договариваться, что будем как делать. Соответственно, приступать. Все, спасибо.